Добрый вечер. Это Якутия день за днем. Рассказываем о главных событиях Большой Республики и за ее пределами. Я Александр Лысак. Смотрите сегодня. Автомобильные трассы, аэропорты, мосты, железные дороги. Федеральное правительство готовит масштабный план развития. Вложить в инфраструктуру собираются 7 триллионов рублей. Где взять такую сумму и на что может рассчитывать Якутия? Федеральный бюджет готов выделить 3 триллиона 100 миллиардов рублей. Остальная сумма – деньги регионов и инвесторов. Поймать цифровую волну. Каким должно стать современное образование в Якутии? Предложение сформировали во время августовского совещания. Что мешает сделать рывок? От того, что мы с вами примем формальную дорожную карту, не обеспеченную реальными ресурсами, больше школ строиться не будет. Будущее наступило. Якутяне напечатали на 3D-принтере протез руки. Благодаря моторчику можно шевелить пальцами. Сейчас разработку активно тестируют. Местные изобретатели доработали японский аналог. Предки якутской лошади могли существовать во времена мамонтов. Ученые обнаружили в Якутии тушу древнего жеребенка. Предполагаемый возраст находки – десятки тысяч лет. Какие исследования предстоят? Предположительная причина смерти – он мог просто увязнуть в грязи или в болоте. Собственно, поэтому он так хорошо и сохранился. Футбольный бум продолжается. Якутск посетила делегация Российского футбольного союза. Они оценили манеж «Даксун» и увидели огонь в глазах юных мастеров кожаного мяча. Прежде всего должна быть местная команда. Я мечтал попасть на стадион «Динамо» и играть за «Динамо» Барнаул, а не за «Динамо» Москва или там Челси. И это абсолютно нормальное желание, то есть как бы логично укладывается в голове ребенка. Поэтому, конечно, было бы здорово, если была профессиональная команда в республике. Деньги любят тишину. Известную фразу часто приписывают миллиардеру Джону Рокфеллеру. Действительно ли он автор, неизвестно. Чаще наоборот, пытаемся посчитать чужие финансы. Сразу несколько крупных СМИ со ссылкой на источники в правительстве России сообщили о масштабном плане по развитию инфраструктуры. Стратегия, подготовленная в Минэкономразвития страны. Цена вопроса – беспрецедентные 7 триллионов рублей. На что потратят эти деньги и попала ли в документ Якутия? Начнем с главной цифры – 7 триллионов рублей. Сумма гигантская. Чтобы сравнить, Россия на подготовку к чемпионату мира по футболу потратила 480 миллиардов рублей. Крымский мост – 227 миллиардов, а бюджет Якутии, самого большого региона России, в этом году находится в районе 180 миллиардов рублей. Сложив три суммы, мы не получили даже 1 триллиона. С другой стороны, 7 триллионов – это затраты на ближайшие 6 лет. Кроме этого, в плане по развитию инфраструктуры 700 объектов – это максимум. Однако, если судить по комментариям некоторых источников, место под солнцем еще нужно заслужить. Это только проект, по сути, консолидированное предложение, которое состоит из предложений регионов, заинтересованных ведомств. Теперь в Белом доме начнется битва за конкретные объекты, прежде всего по поводу того, какие из них смогут получить финансирование из федерального бюджета, сказал РБК источник в финансово-экономическом блоке правительства. Финансирование инфраструктурного плана собираются наладить на основе государственно-частного партнерства. Федеральный бюджет готов выделить 3 триллиона 100 миллиардов рублей. Остальная сумма – деньги регионов и инвесторов. На что предлагают потратить средства? Все-таки 700 объектов. Большая часть касается транспорта. Акцент на 3 направлениях – 104 объекта железнодорожный сектор, 155 авиационный и 296 автомобильное направление. Рост экономики через развитие инфраструктуры – правильный подход. Если этим не заниматься, экономика сама по себе не ускорится. Не стоит ждать, что бизнес будет вкладываться в новые производства при высоких издержках на транспорт из-за некачественных или забитых машинами дорог. Но инфраструктурные проекты окупаются долго, а иногда вообще не окупаются. Ожидать быстрого эффекта на экономический рост после завершения проектов не приходится. Когда проекты на такие большие суммы реализуются, они положительно влияют на экономический рост через ускорение инвестиций, но после их окончания должно пройти время. Часть проектов предложил федеральный центр, часть – власти 31 региона России. Вот другая цифра – 70 миллиардов рублей. В 7-триллионном океане – капля. Но именно в такую сумму оценивают строительство моста через Лену в Якутске. Проект, пишет РБК со ссылкой на источники, попал в план развития. Напомню, возведение перехода отложили в 2014 году. Мост позволит создать в районе Якутска логистический центр.
мы должны строить автомобильный мост с расчетом на то, что когда у страны будет все-таки больше возможностей, все-таки и достроить его до железнодорожного, но при этом, конечно, мы должны понимать, что же мы будем грузить обратно от Якутска, например. Поэтому я считаю, что железная дорога, она должна у нас развиваться, и, конечно, экономически она очень важна для нашей республики. Сыграть в пользу моста через Лену, что он останется в документе, может предстоящий в сентябре Восточный экономический форум. Чем красочнее презентуем, чем лучше обоснуем необходимость перехода, тем выше вероятность, что два берега Лены наконец соединятся. Обсуждения, по сути, завершены, и решение о том, каким будет мост, уже есть. Какую он будет выполнять основную функцию, мы также знаем, и мы также уже приближаемся к пониманию того, кто и когда будет его строить. Я думаю, что по мосту у нас будет большой прогресс, и какую-то отправную точку мы сможем на ВЭФе зарегистрировать. Проект комплексного плана развития инфраструктуры министр экономического развития России Максим Орешкин уже направил Дмитрию Медведеву. Эксперты подчеркивают, идея с инфраструктурой хорошая, но финансирование не должно быть первичным. Масштаб бюджета должен формироваться исходя из потребностей экономики. В Минэкономразвития подчеркивают, при составлении стратегии учитывали максимальный социально-экономический эффект от собранных проектов. Полностью документ должен быть готов к концу года. А как с освоением? Например, регион не успевает, смешно, конечно, звучит, потратить деньги на какой-нибудь масштабный проект. Средства повисают в воздухе, графики срываются. Как себя вести в подобной ситуации? Просто жестко контролировать. Во Владивостоке прошло совещание Совета при вице-премьере Юрии Трутневе. Обсуждали выделение дальневосточным регионам единой субсидии на формирование социальной инфраструктуры. Напомню, все 9 субъектов Дальнего Востока получат в общей сложности 54 миллиарда рублей. Деньги на строительство и модернизацию школ, детских садов, больниц и культурных центров. Трутнев заявил, если регион не освоит выделенные средства в срок, то их направят в другие субъекты, которые готовы к выполнению работ. Нам надо меняться в этом году. Есть задержки, откровенно вам должен сказать. Все губернаторы дали торжественное обещание, что все эти задержки, связанные там, с переносом конкурсов или с более долгой подготовкой проектно-сметной документации, будут устранены, что по всем территориям, по всем объектам войдут в график. Это очень важно, потому что иначе, если средства не будут не использованы, то просто эти объекты не будут построены. И все это происходит на фоне заявления о введении очередных антироссийских санкций. 22 августа должен был начать действовать первый пакет ограничений со стороны США. Он предполагал запрет поставок продукции двойного назначения. В итоге перенесли на 27 число. Окончательная ли дата, уже непонятно. Чего ждать? Эксперты расходятся во мнении. Экономист Сергей Хистанов, комментируя возможный запрет на экспорт оружия, отметил, что это вопрос, который всего лишь слишком громко звучит. Процент закупок у США оружия у нас настолько мал, что представляет только академический интерес. Как и предполагалось, большая часть этих санкций носит риторический характер, считает Хистанов. Доктор исторических наук Ниязий Ниязов уверен, к санкциям всегда необходимо относиться всерьез, даже к самым ничтожным. К ним надо готовиться и искать какие-то ответные шаги. С учетом экономической системы мира необходимо понимать, что последствия для России будут довольно ощутимыми. Например, новые американские санкции могут привести к оттоку капитала и инвестиций из экономики России, что для нас очень нежелательно, отметил эксперт. Тема санкций звучала и во время встречи президента России и главы Финляндии в Сочи. Журналисты спросили Владимира Путина об угрозах США, связанных с газопроводом «Северный поток-2». Штаты могут ввести санкции против стройки. Ответ Путина – «Северный поток-2 нужен Европе». Объемы потребления в странах Старого Света растут. «Газпром» почти на 13% в прошлом году увеличил поставки в Евросоюз, а собственные ресурсы в европейских странах истощаются. Россия является самым оптимальным поставщиком для европейской экономики, уверен Путин. Что касается санкций, то это действия контрпродуктивные и бессмысленные, особенно в отношении такой страны, как Россия.
И дело не только в позиции президента Соединенных Штатов, дело в позиции так называемого эстаблишмента, правящего класса в широком смысле этого слова. Надеюсь, что осознание того, что эта политика не имеет перспектив, все-таки когда-нибудь это осознание придет к нашим американским партнерам, и мы начнем сотрудничать в нормальном режиме. Владимир Путин и Саули Нинистё говорили о том, что отношения наших стран традиционно носят добрососедский и взаимовыгодный характер. В прошлом году товарооборот России и Финляндии вырос на 37% и достиг почти 12,5 миллиардов долларов. Особое внимание главы государства заострили на вопросах экологии, например, борьбе с черным углеродом, сажей, использованием сжиженного природного газа в морском транспорте. Это был все-таки исключительно... Хотелось бы еще сказать несколько слов о северном измерении. Это значит о совместной программе Евросоюза и Российской Федерации, благодаря которому стало возможным строительство очистных сооружений, источников воды в Санкт-Петербурге в том числе. Мы в Финляндии хотели бы, чтобы северное измерение продолжало жить, и надеемся на то, что в сфере обработки, утилизации отходов мы могли бы, возможно, найти новые совместные начинания проекта. Финский след был замечен и в Якутии. Регион посетили представители Департамента образования Хельсинки, делились опытом. В Якутске прошло августовское совещание по развитию образования и науки. Что конкретно обсуждали и в каком направлении будем двигаться? Сейчас идет активная работа над национальным проектом образования. Национальным проектом, в котором будет фактически расписана дорожная карта достижения тех целей, обозначенных президентом. Мы рассчитываем, что в ближайшие даже недели и дни мы приступим, завершив федеральную рамку этого национального проекта, приступим к взаимодействию, в том числе с вами, по конкретно региональным проектам, в рамках региональных проектов, в рамках национального проекта. Как вы знаете, в рамках национального проекта будет целый ряд федеральных проектов, посвященных конкретным задачам. Это и дополнительное образование, и дошкольное образование, и школы, и воспитание, и прочее, прочее. И надеюсь, что сегодня, в течение дня в различных форматах мы еще с вами подробнее поговорим об этом. Считаю важным сейчас принять самые реалистичные планы развития школьной инфраструктуры республики. От того, что мы с вами примем формальную дорожную карту, не обеспеченную реальными ресурсами, больше школ строиться не будет. В первую очередь, конечно же, связаны с нехваткой и слабой оснащенностью наших школ, учреждений дополнительного образования, их переполненностью. Сегодня у нас, к сожалению, из 652 школ более половины еще размещены в деревянных зданиях. Полностью благоустроены лишь 45% школ, а 59 школьных зданий находятся в аварийном состоянии. Потребность для перехода на односменное обучение составляет порядка 60 тысяч новых школьных мест. В Якутске, к примеру, нормативная наполняемость классов превышена в 1,5 раза. Сейчас в городе в рамках государственно-частного партнерства строятся сразу 4 крупные школы, 5 крупных детских садов. Будем и дальше поддерживать набранные темпы развития образовательной инфраструктуры Якутска, в том числе и через механизмы государственно-частного партнерства. Правительству необходимо здесь просчитать и утвердить контрольные цифры ежегодного ввода школ, обязательные для реализации, и, безусловно, их выполнение. Еще одним приоритетом должно стать формирование цифровой инфраструктуры образования. Во-первых, текущее образование, которое есть в сфере IT, я говорю конкретно только про IT, оно очень сильно имеет высокий порог вхождения. Если это мы не говорим про какие-то навыки, таланты, то это имеется в виду, чтобы должна быть высокая мотивация у ребенка. Вот. То есть IT-образование не является массовым. И мы мы разработали определенную методику, с помощью которой вот эта проблема решается. И второй очень важный пункт – это то, что даже если ребенок знает, допустим, конкретно как программировать, что-либо делать, этого недостаточно, потому что одного только технического знания его не хватает. Должен быть второй, не менее важный компонент – это то, как
использовать и как применять вот эти знания свои уже для того, чтобы создавать какие-то настоящие проекты. Ребята занимаются робототехникой в Касатымской малокомплектной школе, в Жиганской средней школе. Есть специальное, направление, по которым ребята наши осваивают именно вот техническое творчество. В этом году, благодаря коллективу Дворца детского творчества города Якутска, они выиграли грант президента Российской Федерации по проекту «Арктический экспресс». И вот в рамках этого проекта вот идет сейчас вот создание уже такого вот технопарка, как арктический школьный технопарк Ice Quant. Что я особо обратил внимание, это, конечно, направленность на в целом систему учитель, ученик и государство. То есть государство как регулятор должно создать такие условия, чтобы бизнес, общество, оно особое внимание обратило на образование. Объявлен прорыв, ускоренное развитие. Естественно, это требует ускоренное понимание, ну и, естественно, каких-то прорывных действий в части финансирования и так далее. И мне очень приятно, что буквально недавно, 16 августа, президент страны Владимир Владимирович Путин подписал перечень поручений по развитию Дальнего Востока. И там есть один из таких пунктов хороших, о том, что все программы, которые действуют в нашей стране, 5,5%, особенно инвестиционная часть, 5,5% будут отдано Дальнему Востоку. Естественно, я вот тут когда посчитываю, это примерно даже если республике попадет 0,5%, это уже будет большие деньги, потому что до этого всему Дальнему Востоку всегда доставалось только 0,5%. Поэтому, конечно же, продвижение вперед есть. Сейчас короткая реклама, через 2 минуты мы вернемся и вот о чем расскажем далее. Будущее наступило. Якутяне напечатали на 3D-принтере протез руки. Благодаря моторчику можно шевелить пальцами. Сейчас разработку активно тестируют. Местные изобретатели доработали японский аналог. Предки якутской лошади могли существовать во времена мамонтов. Ученые обнаружили в Якутии тушу древнего жеребенка. Предполагаемый возраст находки – десятки тысяч лет. Какие исследования предстоят? Футбольный бум продолжается. Якутск посетила делегация Российского футбольного союза. Они оценили манеж Даксун и увидели огонь в глазах юных мастеров кожаного мяча. Это Якутия день за днем. Подводим итоги недели. Якутские ученые напечатали на 3D-принтере протез руки из пластика и металла. Испытатель разработки Ниргуяна. Девушка работает в благотворительном фонде. Она рассказала, что раньше у нее был простой косметический протез, тяжелый, непрактичный. Механическая рука легче, весит 1,5 килограмма, удобнее. Можно открыть сумку или дверь. Ниргуяна привыкает к кнопкам, учится управлять пальцами. Напечатал суперпротез биолог по образованию, изобретатель по призванию Аисхан Алексеев. Говорит, что проект обязательно доработают. Парень признает, якутский протез не инновация, у него есть японский аналог. Только у страны восходящего солнца был только проект кисти. Аисхан его доработал, усовершенствовал, соединил с косметическим протезом. Мы связались с главным разработчиком, с Гентой Кондо. Вот он сразу с энтузиазмом и одобрительно отнесся, согласился с использованием всех материалов. Когда мы показали интеграцию этой руки, кисти и с косметическим протезом, он удивился, потому что у них изначально модель предназначена для людей, у которых нет руки ниже локтя.
Но и в погоне за будущим нельзя забывать о прошлом. История часто преподносит сюрпризы. В Якутске показали тушу древнего жеребенка. Возраст 40 тысяч лет. Останки обнаружили в Верхоянском районе местные жители. Затем к месту выехали ученые Северо-Восточного федерального университета и Японского университета Киндай. Туша прекрасно сохранилась, говорят эксперты. Поле для исследований. Анастасия Кобызева взглянула на находку поближе и выяснила, чем Якутия интересна для иностранных генетиков. Сейчас он находится в таком же состоянии, в котором он был найден. Сегодня впервые мы показываем общественности, журналистам. И сегодня, можно сказать, начнется изучение этой уникальной находки. Историческая находка – туша древнего жеребенка в музее мамонта в Якутске. Ученые собирают пробы грунта. Это поможет выяснить, в какой среде обитало животное. Затем генетики берут образцы шерсти, чтобы попробовать выделить ДНК. Древняя ДНК, она очень деградированная, поэтому количество ее очень маленькое выделяется. Но современные технологии позволяют что-то из нее получить. Уже сейчас известно, что жеребенок жил 30-40 тысяч лет назад. Умер он в возрасте 2 месяцев. Предположительная причина смерти – он мог просто увязнуть в грязи или в болоте. Собственно, поэтому он так хорошо и сохранился, потому что если бы он остался на поверхности, его бы съели хищники. Никаких сомнений, животное древнее, жеребенок темно-гнедой масти. Ученые убеждены, он относился к совершенно другому виду лошади, чем современные породы. Авторы находки зафиксировали, сфотографировали момент, когда вытаивал жеребенок. И видно, что жеребенок находился в нижней половине котлована на высоте где-то 30 метров от дна этого котлована. А полная высота котлована достигает где-то в том месте около 80 метров. Ну, представляете, что это однозначно древний жеребенок. Длина тела 129 сантиметров, хвоста 35. Данные предварительные. Вес туши пока неизвестен. Ученые будут проводить замеры повторно, когда с жеребенка смоют грязь. Животноводы утверждают, схожесть с современной породой есть. И то, что я видел по фотографии, это слишком худовато. И по размеру, я думаю, оно немножко маловато. По параметрам, которые у нас имеются сейчас по породам наших лошадей, по якутским и по другим породам, она чуть меньше. По длине по 120 метров, 120-130 метров, если они же считали, это двухмесячный жеребенок, эта схожесть имеется по длине потом. Для изучения древнего животного создадут специальную научную программу. Генетиков, микробиологов, палеонтологов привлекут со всего мира. Им предстоит выяснить происхождение животного, чем питалось, среду обитания. Пока вопросов больше, чем ответов. Действительно, для республики это будет такое... имеет очень большое значение. В это исследование будут иметь, потому что лошадь это для народа Саха имеет очень большое значение. Это не первая уникальная находка в Батагайке. В 2009-м там обнаружили мумию детеныша бизона и часть туши древней лошади. В этой впадине довольно-таки большие отложения накопились. И эти отложения, они льдистые, высокольдистые. И там, где лед полностью сохраняется, то есть замораживается и растительность, и почвы, и в том числе такие остатки животных и так далее. В этом и заключается особенность данного участка. Возможно, образцы шерсти, кожи и костей жеребенка помогут воссоздать древнее животное. Как пример, известный американский ученый Джордж Чорч работает над скрещиванием мамонта и индийского слона. Фрагменты ДНК доисторического гиганта внедряются в живые клетки ближайшего родственника. То же самое мы делали со свиньями. Мы успешно внедряли методику, направленную на корректирование генома. Они сейчас живы. То же самое мы хотим сделать со слонами. Постепенно внедрять гены мамонта и приумножить их. То есть ДНК мамонта мы переносим в компьютер, а затем в клетку слона. Сейчас пока видна клетка в микроскопе. Следующий шаг – эмбрион, затем детеныш. Когда он появится на свет, мы не знаем. Сейчас есть клетка, эмбрион появится через пару лет. А что будет после этого, пока не знаю.
Звучит как фантастика. Если возраст жеребенка 40 тысяч лет, то якутские лошади обитали вместе с мамонтами. Уникальность находки в том, что это первый в мире целый труп древней лошади. Вполне вероятно, что жеребенок раскроет тайны происхождения якутской породы. Дискуссии по этому вопросу до сих пор не привели к однозначному ответу в научном мире. Ясно одно – находка принесет еще много сюрпризов. Анастасия Кобызева, Саргалана Захарова, Георгий Григорьев, Григорий Охлопков, Якутск. Но появление, пускай не мамонта, хотя бы волосатого слона – это пример того, что историю можно повернуть вспять. В Лимбе завис исторический объект, одно из уникальных сооружений – пароход «Красноярск». В России осталось всего 3 подобных судна, и только Красноярск может бороздить речные просторы. Дмитрий Тымыров прошел по палубе парохода, побывал в каютах, пообщался с владельцем, историками и пришел к выводу – у Красноярска в Якутии есть будущее. Пароход «Апостаров Пироскав» Красноярск был построен в Венгрии на верфи в Будапеште в 1959 году по проекту 737А как среднемагистральный грузопассажирский речной пароход с бортовыми гребными колесами. Были в Якутске еще 3 парохода – Хабаровск, Иркутск и Благовещенск. 3 парохода пришли в 1959 году, а Благовещенск, после такого ремонта, после зимовки неудачной, был в 1961 году введен в строй. Жизни Хабаровска, Иркутска и Благовещенска были яркими, но короткими. Сперва печальная участь настигла Иркутск. В 1995 году его поставили на холодный отстой. В стране начался кризис. Дотации сократились. Год спустя, когда Хабаровск докрашивали, а на Благовещенске и Красноярске запустили котлы, пришла страшная новость. Денег хватит лишь на запуск одного парохода. Выбирали между Благовещенском и Красноярском. Кинули жребий, он указал на Красноярск. Помню, когда уже прощались с Благовещенском, то напоследок решили дать гудок. Наверное, это был самый длинный и самый страшный прощальный гудок за всю историю этих пароходов. Гудели, пока не вышел весь пар. В 1999 году после 3 лет вынужденной стоянки в навигацию выходит Хабаровск. Однако спустя несколько месяцев пароход наткнулся на затонувшую баржу, пропорол дно и сам ушел под воду. Тогда в Киринской ремонтно-эксплуатационной базе флота оценили судно в 0 рублей. Поднимать не стали. В новом тысячелетии пароход разорвало на части во время весеннего ледохода. В 2001 году после сильнейшего наводнения в Ленске реанимировали пароход «Иркутск». Его покрасили, запустили котел и отправили в качестве гостиницы в Ленск. 4 года спустя его пустили на металлолом. Чудесным образом до наших дней дожили Благовещенск и Красноярск. До 2004 года пароходы перевозили пассажиров по оси Трова-Якутск. Суда обслуживали 22 населенных пункта, в том числе 6 городов. Они же останавливались около деревень. Вот. И интересно, от Якутска выходишь, значит, народу не очень много, потом, значит, там Кочегарова, там Марха по пути, люди садятся, коридоры даже заполняются. За лето 2004 года перевезли 17 тысяч пассажиров. В 2006-2007 Красноярск брали в аренду местные предприниматели, устраивали круизы по направлению Якутск-Ленские Столбы. В 2013-м пароходы передают частным лицам. Благовещенск и Красноярск избежали судьбы пущенного на металлолом Иркутска. Видите, это специфически, тем более это ретро-пароход, который один из последних в России. И на него есть спрос, особенно у зарубежных туристов. Сегодня Красноярск последний из могикан, единственный, кто может ходить по реке. Ему 59 лет. Позади история. Состояние отличное. Обшивка, мебель в первозданном виде. Пароход изначально был полностью обделан вот такими панелями. То есть внутренний интерьер в таком венском стиле. Но Красноярск простаивает. По словам владельцев парохода, его можно запустить. Работники речного пароходства отмечают, судно нельзя отправлять на свалку. Интерес к нему будет. Людям нравилось именно в ретро-пароходе. Ведь там, когда смотришь, как работают шатуны, это же мощные такие кулаки, которые вращают вал, колеса. Все это завораживает. А потом ведь есть возможность посмотреть на работу котла, паровой котел, который производит пар.
С мнением речников согласны и жители города. Валерий впервые познакомился с пароходом «Красноярск» еще в 1969 году, будучи студентом. Теплые воспоминания сохранились до сегодняшнего дня. Он бы мог стать, на мой взгляд, брендом республики. Это мог быть один из таких знаковых, одна из знаковых позиций города, которая бы могла представлять нашу, оригинальность, что ли, и нашу реку Лену Великую. И проехав по ней, допустим, в качестве туриста, любой гражданин мира мог бы получить огромное удовольствие. Чтобы судно вновь пошло, нужно 5 миллионов рублей. Скромных частных вложений недостаточно. Николай уверен, что пароход, если он вновь возродится, то будет спрос. Уже даже придумал, по каким маршрутам они будут ездить и радовать людей и гостей республики. Поскольку он мелкосидящий, то есть у него технических возможностей гораздо шире, будем говорить, значит, и на ту же Ботуму заходить. Пытаться на Синюю, значит, на Устье зайти. То, что Сотенцы, то, что Хатырык, значит, места Амосова. Я думаю, что этот пароход оправдает себя на этих направлениях. В других городах России пароходы серии 737А давно вышли из строя. Где-то их превратили в музей или ресторан. В некоторых регионах и вовсе пустили на запчасти. Красноярск еще может послужить Якутии. Например, стать магнитом для туристов. Дмитрий Тымыров, Джилустан Иннокентьев, Павел Пахомов. Якутия день за днем. Не восстановить аварийные дома. В Якутии к 2024 году должны сократить долю ветхого жилья. Планируется довести уровень до средних показателей по России – 0,5%. Нельзя сокращать темпы жилищного строительства. Каждому нуждающемуся нужна крыша над головой, которая не протекает. А в Ленске осталось расселить всего 58 человек, чтобы выполнить программу. От каких квартир они получают ключи, узнала Светлана Балеева. В Ленске завершается реализация программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. Из федерального республиканского бюджета на эти цели выделен 1 миллиард 600 миллионов рублей. За 5 лет расселено 1300 ленчан в 547 квартир. В программу переселения граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда городская администрация попала в 2012 году. В этом же году в программу было включено 45 аварийных домов. Буквально через год было переселено 116 семей. До сентября этого года мы наконец-то расселим всех людей. На сегодняшний день мы по этой программе должны были построить 14 домов. Все дома сегодня построены. На сегодняшний день у нас осталось 3 дома, по которым мы расселяли людей, по которым были вопросы. Это Якутская П-52, это Чапаева 51, и это Теплый Стан, 9-й дом. Что касается дома в микрорайоне Теплый Стан, здесь все работы завершены, но возникла задержка с оформлением права собственности. Как только документы застройщикам будут переданы администрации города, люди получат долгожданные ключи. Готов к сдаче и 37-квартирный дом по улице Чапаева 51А. Осталось решить вопросы по благоустройству придомовой территории. Большинство ленчан получили новые квадратные метры во вновь возведенном микрорайоне Рабочий. Месяц назад в одной из этих новостроек получила квартиру жительница сгоревшего 2 года назад дома в микрорайоне Разведчик Татьяна Чеботкова. Многоквартирный дом, в котором жила до сих пор женщина, частично погорел. Огонь не добрался лишь до 6 квартир. После осмотра дома жилищной комиссии было вынесено решение, что в квартирах проживать можно. Жильцам было подведено отопление, засыпаны заваленки, утеплены окна и проведен косметический ремонт. 6 семей проживали в этом доме. Это жуткий холод, плюс 5, плюс 8 зимой. Осенью это нашествие крыс, мышей, это запах, который стоит в подъезде до сих пор. Это запах сырости, когда крыша же не закрыта, когда льют дожди, то есть высокая влажность. Год погорельцы отстаивали право на то, чтобы попасть в программу переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. В ноябре прошлого года им это удалось. 8 семей, в числе которых и Татьяна Чеботкова, получили новые квартиры. Квартира у Татьяны двухкомнатная, 52 квадратных метра. Несмотря на то, что она уступает по площади старому жилью целых 10 метров, Татьяна не расстроена. И меня, конечно, поразила лоджия. Вот она меня сразила наповал, и я думаю, моя жизнь будет проходить на балконе. Оставшиеся 8 семей погорельцев получат квартиры уже в ближайшее время, когда будет закончено строительство многоквартирного дома по улице Чапаева. Довольны новыми квартирами и жители микрорайона Теплый Стан. Мы рады очень. Вообще вот у меня дедушка, папа, до сих пор не верит, что он квартиру получил. Он очень рад, что очень большая квартира, во-первых,
Вот, ну, нету слов больше. Во всех квартирах большие лоджии, сделан косметический ремонт, установлены сантехника и бытовые приборы. Проведено благоустройство придомовой территории. Все жилье строилось в камне. Квартиры жителям аварийных домов предоставлялись метр в метр со старым жильем. Очень многие, кто жил вот в аварийном жилье, выиграли от того, что переехали в новое жилье. И получили жилье, которое сегодня отвечает всем требованиям и которое по площади значительно больше той площади, которую они занимали ранее. На этом первый этап программы переселения граждан из аварийного ветхого жилья в Ленске закончен. А городская администрация продолжит работы по приведению в порядок территорий, на которых раньше располагались жилые многоквартирные дома, которые разделили по федеральной программе переселения граждан из аварийного ветхого жилья. После сноса зданий везде остался слеженный и бытовой мусор, а также часть конструкции, расположенных под землей. Сегодня идет очистка территории и вывоз мусора. Ведется демонтаж фундаментов. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Сейчас короткая реклама. Вернемся ровно через 2 минуты. Вот о чем расскажем в третьей части выпуска. Футбольный бум продолжается. Якутск посетила делегация Российского футбольного союза. Они оценили манеж Дахсун и увидели огонь в глазах юных мастеров кожаного мяча. Вы смотрите «Якутия. День за днем». Рассказываем о главных событиях недели. Делегация Российского футбольного союза посетила Якутию. Прилетело не только руководство организации, но и известный футболист Алексей Смертин. Дважды его признавали лучшим в России. Представители РФС не просто приехали засвидетельствовать почтение, больше звучало конкретных предложений. В Союзе уверены, в Якутии нужно развивать профессиональный большой футбол. Юрий Осипов спросил у экспертов, с чего нам начать. Раннее утро. Самолет с делегацией Российского футбольного союза приземлился в Якутске. Встречают гостей оладьями и кумысом. По словам гостей, футбол сейчас в тренде. Главное – поймать волну. В Якутии игра популярна, несмотря на климатические условия. Конечно, есть сложности, но мы очень хотим, чтобы Якутия была футбольным краем. И приехали обсудить с руководством края, с руководством федерации все насущные проблемы и постараться найти способ сделать так, чтобы как можно больше людей здесь играли в футбол. В составе делегации легенда футбола, член сборной России, чемпион Англии Алексей Смертин. Оказалось, что для него это уже второй визит в Якутск. 26 лет назад он приезжал в столицу Якутии как игрок барнаульского «Динамо». На матч для футболиста это был дебютный сезон. Был спарринный выезд Якутск-Алдан. Здесь мы уступили, я помню прекрасно этот выезд. Я молодой футболист, только начинающий свою карьеру. И мне понравилось то, что команда здесь была очень серьезная. Удивило то, что люди любят футбол. Вот для меня казалось, что это так далеко, и что, соответственно, здесь не могут играть в футбол и не любят его. Оказалось ложным, поскольку, когда я приехал и увидел, так как поддерживаю местную команду. Но впечатление оставилось только исключительно положительное. Затем карьера пошла вверх. Смертин был капитаном сборной России. Успел поиграть за французский клуб «Бордо» и в английской премьер-лиге. Выступал в составе Фулхэма и Челси. Накопленным опытом Алексей Смертин поделился с юными футболистами Якутии. На стадионе Туймада легендарный игрок провел мастер-класс. Надо стремиться, то, что как он попытаюсь, что хотя бы пройти в сборную России, допустим так, чтобы как он. То есть вот я тоже надеюсь, что настолько ребят, то что тоже, думаю, один из них проявится. Еще в команде были игроки, но тоже хорошо проявили себя. И все были молодцы, конечно. Отдавали пасы, попинали мяч, паровозик делали. Я обучился, что давать очень хорошие пасы. Если ты видишь, что что-то не получается, нельзя падать так духом, нужно дальше идти вперед. Известный футболист не только рассказал, но и показал юным игрокам, как преуспеть в спорте номер 1. Здесь, на футбольном поле стадиона Туймада, собрались сотни мальчишек из различных футбольных клубов Якутии. И не только, сюда также пришли юные любители футбола. Алексей Смертин устроил настоящий спортивный праздник. Они не только учатся играть в футбол, но и просто играют
веселятся, получают автографы от своего кумира, а также фотографии с ним. Делегация Российского футбольного союза посетила и спортивные объекты Якутска. На 300-тысячный город их больше десятка. Футбол будет здесь развиваться, благодаря в том числе таким инфраструктурным проектам. Мы со своей стороны должны сделать все, чтобы он развивался правильно. Это касается и методик, и системы соревнований, подготовки футболистов. Это и мы будем обсуждать. Руководство Российского футбольного союза встретилось с главой региона. Договорились, футбол в Якутии нужно развивать. Перед ними должна быть цель, то есть играть в местной команде прежде всего. Потому что, да, можно мечтать там о Барселоне, Реале, Челси или там, скажем, Спартаке и Динамо Москва, но прежде всего должна быть местная команда. Я мечтал попасть на стадион Динамо и играть за Динамо Барнаул, а не за Динамо Москва или там Челси. И это абсолютно нормальное желание, то есть как бы логично укладывается в голове ребенка. Поэтому, конечно, было бы здорово, если была профессиональная команда в республике. На волне футбольного бума во время приезда делегации на стене одного из зданий 202-го микрорайона появился тематический стрит-арт. На горожан смотрят звезды российского футбола: Головин, Черышев, Черчесов, Дзюба и Акинфеев. На это понадобилось 3 дня и 20 баллонов краски. Выбрали футболистов, потому что это как бы для страны это вообще как бы большой ажиотаж был, ну, чемпионат мира. Почему только в другие города, где участвовали эти, да, футболисты, да, может быть, и в Якутске тоже надо сделать такое, чтобы понять, что у нас в России тоже все понимают футбол, да, поддерживают, и фанаты везде. В Якутии любят футбол. В республике есть все условия для того, чтобы играть в самый популярный вид спорта. Футбол может развиваться независимо от климатических и экономических условий. В РФС считают, что теперь нужно делать акцент на методиках и тренерском штате. Тогда в Якутии обязательно появятся звезды большого футбола. Юрий Осипов, Анастасия Кобызева, Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Андрей Рукавишников, Павел Пахомов. Якутия. День за днем. Ну и как уже было сказано, Алексей Смертин успел поиграть в «Локомотиве», московском «Динамо», французском «Бордо», английском «Челси», был капитаном сборной России. В студии «Якутия-24» мы поговорили о развитии футбола, звездной болезни и мотивации. Говоря о развитии детского спорта, в интервью советскому спорту вы сказали, что проблема развития детского футбола заключается в том, что мало кто готов вкладывать в это деньги. Фундамент нужно закладывать долго и тщательно с раннего возраста. Есть 3 составляющие: инфраструктура, методики и тренерский штат. В Якутске вас поразил футбольный манеж «Дахсун», поэтому можно сделать вывод, что с инфраструктурой у нас все в порядке. А что делать с методиками, где их брать и как улучшать, расширять тренерский штат? Так вот, как раз по этому поводу мы и приехали в Российский футбольный союз, по той причине, что вы видели, сколько игроков с периферии играло за сборную России. Там был матч, где 6 человек с Сибири и Дальнего Востока. Значит, прекрасно. То есть люди, которые действительно голодные. Я считаю, если по значимости, даже не в этой не последовательности, а для меня важнее, конечно, методика и тренерский штат. Я помню, я же был здесь 26 лет назад, я помню, на каком поле играл. Я ни разу не играл в кроссовках до и после. А здесь приходилось в кроссовках играть. Сейчас прекрасное поле, стадион, инфраструктура, она важна бесспорно, особенно если мы говорим о манеже в контексте климатических условий, в которых мы живем. Я ведь не говорю только о Якутии, я говорю также о Алтайском крае, в своем регионе, где зима тоже затяжная. И здесь, конечно, его нельзя прерывать, или там нельзя его в такие рамки ставить, как там, допустим, спортивный зал, играть 4-на-4, когда нужно играть полноценно. Речь действительно идет о тренерском штабе. Детей довольно много, я в этом убедился. И желающих, жаждущих играть в футбол, тем более очень хороший стимул. Это прекрасное выступление нашей национальной сборной на чемпионате мира. Поэтому сейчас чувствуется бум везде, по всей стране, и Якутия не исключение. А вот действительно методика вкладывания, потому что ребенок в этом возрасте, он получает некую такую базису, то есть это фундамент. Ты можешь научиться в 20 лет, 25 тактическим ухищрениям тренерским. Это несложно. Но ты не сможешь приобрести технику в 20 лет. Ее нужно закладывать в самом юном возрасте. Это раз. Потом, в свою очередь, характер прежде всего. Потому что
Футбол сложная игра, абсолютно сложная. На протяжении 90 минут некоторые игроки не проявляют стабильность, а это все опять-таки в детстве закладывается. Это любовь неистовая к мячу. Это в конечном итоге требования себя самого, а не с партнера, потому что футбол такая игра, где можно действительно спрятаться за спину партнера. И этого не нужно делать. Это проявление лидерских качеств. То есть это, знаете, совокупность тех факторов, при наличии которых футболист может состояться. И то не факт, потому что есть течение обстоятельств, есть определенные травмы, которые мешают в футбольной карьере. Оттого и не так много футболистов. Хотелось хотя бы, чтобы их было как можно больше, но при этом не выскочек, в хорошем понимании этого слова, типа Головина, Ерохина, а именно системный подход. И пожалуй, это наша основная задача. Многие накануне узнали, что вы уже были в Якутске 26 лет назад в составе «Динамо Барнаул». Тогда ваша команда уступила якутскому «Динамо». Сегодня «Динамо Барнаул» занимает второе место зоны «Восток» профессиональной футбольной лиги. «Динамо Якутск», который потом трансформировался в футбольный клуб «Якутия», уже как 2 года расформирован. Все-таки какие должны быть подходы в развитии большого футбола в регионах? Как нужно развивать большой футбол? Я глубоко убежден, что хотя бы одна команда из региона должна работать, должна существовать на профессиональном уровне. Это просто завершение пирамиды, это настолько очевидные вещи. Я просто, поверьте мне, я не мечтал в то время, в начале 90-х, конце 80-х, о зарубежных клубах. Я не мечтал о Челси, о сборной. Я мечтал попасть на этот футбольный стадион «Динамо Барнаул» и играть за «Динамо». То есть у меня была цель играть за местный клуб «Динамо Барнаул». Я подавал мячи, бегая по дорожкам за ребятами, которые били выше ворот или мимо на разминке. Я думал о том, когда же я буду выше бить на разминке, кто-то будет бегать. Мне за счастье казалось пробежать за мячом. Потом действительно этот момент произошел. И в первый же сезон, почему я вспоминаю и с трепетом даже, потому что как первая любовь, наверное, первый поцелуй, первый гол, например, он самый трепетный для меня. Немного забивал, но Читинскому «Локомотиву» в том же 92-м году у себя на поле, на «Динамо». Я этот помню прекрасный момент. Это самый счастливый момент на поле у меня, за исключением, возможно, сборной. Но это коллективный все-таки успех был, а здесь я забил. Это к тому, что я помню эту поездку прекрасно. Действительно замечательная команда была, и она по всем статьям превосходила нас и обыграла 2-0. И уже несколько раз повторяюсь, но считаю, что команда должна существовать. Потому что ребята, которые занимаются в разных школах, они должны просто аккумулировать свои усилия и все стекаться к одной профессиональной команде. Вы известный футболист, очень известный. Чемпион Англии, обладатель Кубка французской лиги, признавались лучшим футболистом России. При этом ваш родной город Барнаул по российским меркам – это небольшой город. Есть еще Александр Головин, перешедший в этом году в Монако за 30 миллионов евро, что стало рекордом для отечественного футбола. Головин родился в Калтане, Кемеровской области. В феврале вы заметили, что выходцы из маленьких городов обладают большим голодом, то есть нацелены на успех. Как сохранить этот голод и как не сойти с ума от успеха головокружительного? Опять-таки, это родители, потому что существует 3 института воспитания ребенка. Институт семьи, который главенствует, очевидно. Это, соответственно, улицы, так скажем, то есть, по сути дела, социум, в котором он пребывает. И здесь как раз мы подходим к маленьким городам, где действительно люди неискушенные, но при всем при этом настолько сильно мотивированные, дабы вырваться, выбиться в люди, доказать не только окружающим родителям, но и себе самому, что ты способен. И этот как раз фундамент в равной степени с мастерством, которое ты получил в детстве, в детско-юношеской школе, это как раз и дает хорошую подпитку. И мотивация остается постоянно до конца. Более того, ты голоден до следующих побед. Про Головина я знаю
очень хорошо по той причине, что я играл в Ленинско-Казанской «Заре», и один из тренеров, он играл там, он из Калтана был, и он транзитом через Ленинск-Кузнецк попал в ЦСКА. То есть это такой мир футбольный узок, и я понимаю, что у него все получится. Я знаком с его родителями, и действительно абсолютно нормальные, трезвые люди, которые воспринимают этот успех, не то чтобы как должное, но, по крайней мере, не пребывая в эйфории, что сказать. Это нормальная система. Я никогда не думал, что я какой-то очень известный футболист. И если бы я об этом подумал, я бы потом просто не стал бы прогрессировать. По меньшей мере стагнация была бы. Ни в коем мере нельзя осознавать, что ты успешен. День шахтера отпраздновали в Нерюнгринском районе. Как известно, Южная Якутия – это угольная кладовая. Достаточно вспомнить, что якорный инвестор, территория опережающего развития Южной Якутии – угольная компания «Колмар». Глава региона Айсен Николаев, выступая на стадионе «Горняка» в Нерюнгри, заметил, День шахтера стал для нерюнгринцев по-настоящему народным праздником. Главный профессиональный праздник Южной Якутии начался с митинга у памятника Алексею Столыпину, где по традиции состоялось возложение венков. Каждый проходящий через арку ударил в колокол в память обо всех предыдущих поколениях шахтеров. После – церемония зажжения факелов. Началось движение автомобиля с факелом и сопровождение по центральным улицам города до стадиона «Горняк». На стадионе состоялось праздничное шествие коллективов угледобывающих предприятий. Продолжилось мероприятие торжественным собранием, на котором выступали власти района и руководители угольных компаний еще раз отметили колоссальный потенциал угольного района. Подчеркнули огромное значение профессии шахтера для Южной Якутии. Горнякам и шахтерам Нерюнгринского района в праздничный день были вручены государственные и ведомственные награды. Это почетные звания, знаки отличия, грамоты и благодарности. Этот день в Южной Якутии имеет особое значение, ведь количество работников этой сферы здесь очень высокое. Для многих он является одним из главных праздников наряду с Новым годом. Леонид Иванович отработал в Министерстве угольной промышленности 36 лет. Дослужив до должности главного геолога в угольной компании «Якут-Уголь», ушел на заслуженный отдых. Сталкивались много с водоотливом, подготовкой запасов по углю, разведанностью запаса. Много очень по вскрыше, массивы, отработки массива. Поздравляю всех шахтеров, горняков с праздником. Южная Якутия богата своими ископаемыми, и поэтому наряду с ведущими угледобывающими предприятиями компания «Долгучан», которая добывала уголь открытым способом на протяжении 10 лет, год назад возобновила свою работу. Подняли на гора на сегодня порядка 70 тысяч тонн угля. Коллектив у нас небольшой, добычу ведем открытым способом, но планы грандиозные. Сейчас мы занимаемся проектом угольной фабрики по обогащению угля и также разрабатываем проект по добыче угля порядка 1 миллиона тонн в год. Традиционно тысячи нерюнгринцев целыми семьями вечером приходят на красочный концерт под открытым небом с ярмарками и широкими народными гуляниями. Для меня это семейный праздник. У меня мама, бабушка, мои бабушки, дедушки, они работали на разрезе. Для меня это не то, что как городской праздник, для меня это больше как семейный праздник. Все равно какое-то тепло ощущается, ощущаешь какую-то гордость за семью. Во-первых, красиво, наряжено, хорошо. Молодежь вся такая вся, и красивый концерт. Все для нас сделано. Приятно, очень все понравилось. На центральной площади города прошли народные гуляния, выступления лучших творческих коллективов района и заслуженного артиста России, певца и музыканта Валерия Сюткина. Закончился праздничный концерт красочным салютом. Екатерина Павлова, Александра Цыбикова, Аял Амосов, Вадим Барашков. Якутия день за днем. Таковы итоги недели. Еще больше новостей на сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Наши корреспонденты следят за главными событиями день за днем. До свидания.